Информационная служба Осетия ТВ. Главные темы выпуска. В конце декабря станут известны имена лучших сотрудников отрасли. Эта премия организована по распоряжению главы Северной Осетии Теймураза Мамсурова. Именно он определит лауреатов премии. Церковно-общественный форум стартовал в праздник Святого Георгия. Научная часть мероприятий проходит на базе Северо-Осетинского госуниверситета. О том, как важно сосуществовать с внешним миром в современном многообразном обществе, говорили на пленарном заседании форума. Владикавказская Алания уступила Новочеркасскому МИТОСу. Шансы попасть в шестерку у команды все же есть. Все зависит от того, как они отыграют вторую половину сезона. В турнирной таблице барсы по-прежнему на 9-м месте. Эти и другие темы далее подробно. Лучший работник отрасли 2014. Премия главы Северной Осетии. В правительстве сегодня прошло заседание комиссии, где обсудили список кандидатов, которые претендуют на это звание. Победители определятся по 8 номинациям: промышленность, транспорт, топливно-энергетический комплекс, жилищно-коммунальное хозяйство, дорожное, сельское хозяйство, строительство и связь. Каждое республиканское министерство и комитет представляют 3 человек. Критерии, по которым оценивают кандидатов, в первую очередь показатели, достигнутые на производстве, срок деятельности в каждой отрасли и авторитет в коллективе. Председатель правительства Северной Осетии Сергей Такоев отметил, что предложения, принятые членами комиссии, будут направлены на рассмотрение главе республики Теймуразу Мамсурову. Он примет окончательное решение о победителях конкурса. Церемония вручения премии «Лучший работник отрасли 2014» состоится 11 декабря во Дворце культуры металлургов. Фатима Макиева, Евгений Маркин, Осетия ТВ. Актуальные вопросы православия, этноса и культуры Северной Осетии обсуждают на ежегодном форуме «Свято-Георгиевские чтения». Церковно-общественный форум стартовал в праздник Святого Георгия. Научная часть мероприятия проходит на базе Северо-Осетинского государственного университета. О том, как важно мирно сосуществовать с внешним миром в современном многообразном обществе, говорили на пленарном заседании форума. Мы понимаем, что мы живем в многорелигиозном, многонациональном мире, и поэтому нужно делать все возможное, чтобы между религиями, между людьми разных исповеданий, разных убеждений было взаимопонимание, была любовь, была дружба, и чтобы никогда не было никакой тени вражды. Среди почетных гостей форума проректор СОГУ, профессор Тамерлан Камбулов, а также муфти Северной Осетии Хаджимурат Гацалов. Специалисты обсуждают и проблемы возрождения национального языка и культуры. Один из ключевых – вопрос сохранения исторических памятников. Свято-Георгиевские чтения проходят ежегодно. Они являются важнейшим церковно-общественным событием. Форум завершится 25 ноября. Яна Гайгиева, Тинатин Музашвили, Алан Гасанов, Осетия ТВ. Этим ребятам от 12 до 18 лет, но их уже называют своими коллегами именитые ученые. Не первый год юные инноваторы демонстрируют свои знания на общероссийских и международных конференциях. Сегодня ребята принимают участие в конкурсе «Шаг в будущее Осетии». Здесь начинающие ученые представили свои разработки в области инновационных технологий. Это очень важно, когда у наших детей есть такие наставники, как вы. Вы помогаете проявить свое творчество, вы помогаете детям делать первые шаги в науку, которые будут потом основой для будущего развития ребенка, образовательного учреждения и в целом нашего государства. Вместе со своими преподавателями юные физики и химики начинают работу над современными проектами. В здании ГМИ собралось около 100 участников из республиканских школ. Задача ее снимать в труднодоступных для человека местах, то есть где ему будет опасно для здоровья, либо это будет сложно физически попасть в это место. Так как я думаю, данная модель может понадобиться представителям таких профессий, как МЧС, археологи, спецслужбы, военные структуры и так далее. В принципе, модель рабочая. Этот конкурс – бонус для будущего студента и ученого. Он дает льготы при поступлении в крупные вузы страны. Многие конкурсанты становятся студентами Московского университета имени Баумана. Это учебное заведение, кстати, и выступило организатором конкурса. Но шаг в будущее делают не только технологи. Самые различные секции включают в себя также дизайн и биохимию. По инженерным специальностям и по смежным к инженерным специальностям технические устройства, технологии, техническое моделирование. Но, несмотря на это, еще важна для нас экономика. И также секция дизайна нам интересна с точки зрения, опять-таки, технологий.
У нас нет гуманитарных направлений, хотя на всероссийском уровне эти направления тоже присутствуют. Имена 11 победителей из 100 участников будут известны уже 1 декабря. Из них только 5 школьников из Северной Осетии примут участие во всероссийском этапе конкурса «Шаг в будущее». Наталья Алексеева, Фатима Макиева, Алан Гасанов, Осетия ТВ. Красоту парков мира представили общественности в художественном музее имени Туганова. Фотовыставка «Национальный парк Алания» проходит в республике уже 3-й раз. Организаторы экспозиции решили показать связь между российскими и зарубежными парками. Фотографии принадлежат разным авторам России. Помимо национального парка Алания, здесь представлены зоны отдыха Германии, Франции, Финляндии и Испании. Йеллоустонский парк также нашел место среди великолепных работ. Автор выставки – заместитель директора по экологическому просвещению, туризму и рекреации Альбина Газдарова. Из года в год она старается популяризовать экологическое образование населения, привить любовь и уважение к природе. Выставочные залы также украшены высушенными растениями. Своеобразные скамейки сделаны из пластиковых бутылок, на которых лежит искусственная трава. Каждая работа здесь – это часть большого современного искусства. Идея такая, что прежде чем мы какой-то мусор или хлам выкидываем в нашу природу, в окружающий мир, можно подумать и можно сделать еще что-то, то есть использовать второй раз. К примеру, если задекорировать, мы специально их не задекорировали полностью, чтобы было видно, из чего это сделать, но если их как бы задекорировать, то человек даже может не догадаться, из чего сделано, допустим, это кресло или там табурет или еще что-то. И тем самым мы как бы оберегаем нашу природу и используем, вроде бы это уже мусор, но в то же время мы можем это использовать еще раз. В будущем авторы планируют сделать выставки более масштабными, а пока мы наслаждаемся фотографиями удивительных парков мира. Инга Дзюева, Яна Гагиева, Евгений Маркин, Осетия ТВ. К последнему домашнему матчу календарного года Алания подходила на 9-м месте. Шансы попасть в шестерку у команды все еще есть. Болельщиков было не так много. Во-первых, очень холодно, во-вторых, время неудобное. 2 часа дня, понедельник. В непростых условиях Алания принимала Митас, который в таблице шел 2-м. В случае победы гости выходили на 1-е место. Хозяева, как обычно, начали активно. Клуб из Новочеркасска оборонялся и быстро переходил из обороны в атаку. На 23-й минуте Лазарев издали приложился к мячу. Тумаев сыграл непривычно ненадежно. 0-1. После этого Алания обмякла. Моменты удавалось создавать все реже. Знаете, на одних эмоциях, на одном характере, желании, много игр, в принципе, не сыграешь. Мы уступали где-то и последним командам, вот и тот же Ставрополь, вроде моменты есть, не забиваем. Я имею в виду домашнюю игру. Тоже сегодня с Митасом тоже команда, хорошая команда, все. Знаете, одного желания, одного характера, наверное, мало бывает. Когда это все чуть-чуть пропадает, нужно еще и какое-то мастерство, где-то игру успокоить, придержать мяч. Пошла игра, ставшая характерной при Руслане Мирденове. Барсы неплохо держали мяч, активно действовали на флангах, однако у них не удавался последний пас. Своими проходами запомнились Гатикоев и Бураев, но передачи первого некому было замкнуть, а удары второго шли мимо. Первый тайм так и закончился 0-1. После перерыва зрителей стало немного больше, болельщики стали активнее поддерживать своих. Завелась и Алания, попытавшаяся надавить на Митас. Получалось неплохо, но именно в этот момент красно-желтые пропустили 2-й мяч. Защитник Владикавказцев небрежно сыграл в подкате, и судья указал на точку. Дзодиев был точен. Всего через 8 минут счет стал крупным. Дзодиев воспользовался ошибкой Тамаева и оформил дубль 0-3. Не очень хорошо по игре разобрались, там в центре не разобрались, и через центр нас начали возить. Оттого и голы. Голы получились такие шальные. Везет сопернику, не везет нам. Несмотря на это, болельщики продолжали гнать наших вперед, но у Алании так ничего и не получилось. 0-3. Последний домашний матч года не удался. Феликс Макиев, Алан Гасанов, Осетия ТВ. В Москве состоялось уникальное событие в мире боевых искусств. В рамках ежегодного форума «Битва чемпионов 7. Школа против школы» на ринге сошлись 22 чемпиона мира и Европы в 16 видах единоборств для того, чтобы определить, кто сильнее. Так, поединок Вьет Во Дао против Сене завершился по истечении 34 секунд первого раунда в пользу североостинского бойца Антона Абрамова.
Бой проходил по универсальным правилам рингового боя. Воспитанник бойцовского клуба «Скифы» провел молниеносную серию ударов и не оставил никаких шансов своему сопернику Александру Федотову, отправив его в нокаут левым боковым. На счету 25-летнего бойца 46 боев, 39 побед и 7 поражений. Да, честно говоря, я планировал досрочно бой закончить. Работали над этим. Получилось, установку выполнил, программу. Получилось очень быстро. Очень доволен. В общем, прошло так, как планировали. Но был готов и вести полный бой, в принципе. То есть страха не было никакого. Просто волнение, что ответственность, смотрели много друзей, там, семья, все смотрели прямой эфир. Тут, в основном на это ответственность, как выйдешь, как ты не опозориться. Там ученики младшие смотрят, очень брат младший смотрит. Thank you.